Что за заседание? Это заседание комитета. Айнемич Тонкари Дядил Бог. Айнемич Момалустукун Улхан чистой наследтукун Эгден Мола Гарбе Адекун Мунмирал ассоциация бутан членовни муттуля Әле халнедам нехнен Эгден Эскен Нян Эгден Текен. Добрый день, дорогие друзья, дорогие гости. От имени правления Союза ЭВНов Республики Саха-Якутия я рада приветствовать всех наших гостей из далекого улханчистайского наследия Момского улуса, семейный ансамбль Эгден Мола и Ассоциацию коренных малочисленных народов Севера Улханчистайского наследия во главе с Еремеем Ильичом Садовниковым. Мы очень рады, что наши друзья, наши сородичи эвены, момские эвены, такие активные. В этом году они приезжают не первый раз. И мы очень рады сообщить о том, что семейный ансамбль Эгден Мола в этом году стали участниками открытого межрегионального фестиваля конкурса песенного творчества коренных малочисленных народов Севера в городе Якутске, проходившем при Доме дружбы народов имени Алексея Кулаковского 11-12 декабря этого года. И мы очень рады, что такой юный, талантливый участник семейного ансамбля Оскар Соловьев-Худи стал призером данного конкурса. Ему был присужден диплом лауреата 3-й степени за исполнение песен на эвенском языке. Давайте поздравим нашего Оскара. Тек мут бакачу тялядюр семинару Далчидавур Аймакан Тегетникен Далчидавур Ангагаута. Бакачур няндакай горинак улаханчистайдук момалустукун Эгден Мола адыкун таңолкан мунмирал ассоциациядан нян нимер ансамблен Эгден Мола элемдеммен эскегалда чайлажур няндакай. Добрый вечер, дорогие сородичи и гости. Мы рады приветствовать вас на нашем семинаре-практикуме по улуханчистайскому варианту гядя, проводимый в рамках проекта сохранения и развития кругового танца гядя при грантовой поддержке Министерства по развитию Арктики и делам народов Севера Республики Саха-Якутия. Нёкатурлен Хабаровской крайла Магадан Дула бисерасыл чайладюр мен Меннюмур Хаджав Талбатта. Эвасыл Торатта Поя Диалекалкам Теме Мутмунмират Понтаки Хаджалкан Биватта. Отал Эвасыл Муджалки Эвасыл Хаджав Макалдаматми Хаджав Релта. Эвинек Кабдикадятту. Адида инемив чоттере мергендугур аймакан икеникен хеджеврелитен. Таракам нонан хеджев тандавур эвесел хо тонгари хо хагдингалтан хеджев тамначал. Тарич эрев нёгамгав бодникан эвесел
чәләдю хәҗәндәвур нёврачал. Хәҗә әвәсалбу оматту чакри нян танчири әңгерукәр. Темы от хәҗәт хо әбҗән хо хунта долкан. Мут әвәсал темидән мән хәҗә бур хоч аяврап нян адярап. Одним из самых распространенных форм традиционной культуры у коренных малочисленных народов Севера является круговой танец хәджа. Танец сакральный, поднимающий дух и единение с природой, рассматривается как универсальная форма выражения национального самосознания, как духовное выражение, как универсальная форма выражения национального самосознания, как духовное выражение устремлений и желаний людей, как трансляция их мыслей и чувств. Он занимает одно из центральных мест в системе жанров традиционной музыкальной культуры ведов. Это один из символов этнического самосознания, гармонично объединяющий в себе песенный, поэтический и танцевальный жанры, имеет свои локальные особенности. В последнее время идет процесс адаптации традиционной культуры современности. Трансформации нововведения коснулись и кругового танца хәджа. В настоящее время он в основном исполняется как концертный номер отдельными фольклорно-танцевальными коллективами. Из повседневной жизни венов этот танец исчезает. Есть угроза того, что содержательная и структурная основа танца поменяется в корне, и круговой танец хәджа утратит свою уникальность. Утрате устного культурного наследия может вести уход из жизни представителей старшего поколения. В связи с этим старшее поколение коренных народов должна передать свой опыт молодежи. И именно на молодежи лежит ответственность за сохранение устной традиции и передачу опыта предыдущих поколений и последующему поколению. Проведение семинаров и мастер-классов – это эффективный способ сохранения и развития национального кругового танца хәджа. А теперь, дорогие друзья, мы рады предоставить слово нашим непосредственным участникам сегодняшнего семинара. Я с огромным уважением и с большой благодарностью предоставляю слово многоуважаемой Зое Степановне Садовниковой, народному мастеру, педагогу дополнительного образования Лухачистайской средней общеобразовательной школы имени Николая Савича Тарабукина, поэту, мелодисту. Пожалуйста, Зоя Степановна, тех тялядюр вот вину долчиди. Айна гайстон кавриял бу. Когда я кутал, демам нетел бейел. Ну, питамам эркенкен эскерем. Эркен керем биден момо упату удопун. Удопун, ролтик маудопун. Дигар бевол Садовникова Зоя Степановна. Үдüе күннен күндү вастабыла жонлар. Манда мустубут өзүнүлөр, мустубут жонлар көрөтөн, манда мустубут көтүлөр. Авартан ижин. Манда бу канабын. Әдет ондан канабын әтеппе багарабын. Эбүгүлен бит, бүгөр бүттен айылганы бит аттыхан болан айылга сенин тону тутарлара. Айылга барыта, отмас, үрактер, аялар, ухар барыта, үймактыыннак, уттак, күддак болар. Эбеннер көзөмө болан, вот несир ичитин ордук билинендere. Мутарар үйдак болан эбеннер бит, сердерин туомнарын, үгестерин оғлырыгар, кенчәлік тітіргар, айылғаны чөн қаларарга дұлағылара. Оны барыдың биігі, оғар тапыдеттен көрен істен, білен ұлапы болармы, білімге олақ бұтығар, оғлар бұтығар, үтчаттар бұтығар, кендерге дұлағыд. Арада ойапшына бұтығар ұстадалығын көндірәрі, үлағай өтерге, Өтпейін сақтырыптан үлдесін жабыр. Сайыңғыр түгер дегерген ұлағының тәрені үлеледемін.
O kırıcılattın. Kırdığı Güllâne ordu güceydik tükendik. Kılılar. Bir daha bitiver. Benim efendi türlü bir alırdım. Anlardım. Storylardım. Yönetemedim. Sığınağa tıklanıp kadar tamaslar bütün ve bittik de bit. Bu ansambulundan Askolava, İkalın Kuvalcın Kurukka, Aktaski programlarından Kurulukta, Ürüyorlardım, onların yönetimlerine. İki gün çok da olsa Между народной и республиканской курактерге являхты кыттыбыппыт. İki республиканской хайда фестивалыга родовой декаганынан кыттарын текinde являхты кыттыбыппыт. Ondan ya olabilir ihtiyacı yoktur. Haydi gen bılır gıttan rastanı, ayılattan küy soğuk seneye ılığı. Kihi duhovna istuadıttan yeyen koyen haydinin tağına ahıllar barar. Turukka girer. Ola da ki göğün yer var, tüner organa, etesiyine, çok var tüyağa tebedükten atavat diye karıca, İndiler, eysena, ötünen ağıldan yiyecek değil. Vakamı rahmetler benler güzel, bir türlü heyettir, sol lazımcan heyenetenlere. Aslan kalıyor, avuz kere boğdara. Yüksülere sarılı, kahadülemit, öğütten dikildi bit. Varete gereken oğlundan çivermit, onunla akbulanlara. Kırkıtlar, Caktalılar, sonra dinliğez billerin Allah ötte kemer, heceden bardaklarına, arbu yağ, kötenler kumaları, kötenleri karatallar. Ondan Mustafa'nın kanalara katılmıştı ve büttere, esrebe hece güçlükle geçere. Oğul günü bir erkeğin tasırdı, gün tasırdı, hecenin billere bir yer ödeptik. Ona vardı bir gayetçamız, Kur'an-ı tutmuş. Hece terciler, kara eyvalın koyar, andaydıklarından gördüğün, beylerin, ayılların, kılların, kudurin, tüylerin oyan edenlere. Budur, bastım hece tercihinden tabahı. Mikhail Antonovich Gromov şuolete, bizlere de hece tercihine. Kini bilgi ağabey Lipsov Stepan Grigorevich, bir kötüre bilgiyin, evdeki yeki görüründen şirket olan Toğası ağlamıklara, ol ağlarıktan bir onları, Gromov Pyotr Mikhailovich, tabağa baskılanmut, bir ve dilinden üpyen soğaz takiplerine biter, onunla ağatın olmayan bastım hece hedeti. Kini olavan tiyapın yardılı heceliyle. Bilgin bilgi olur bu iddiatlar. Romat Peygamber ve Suriyan kalmadır. Hecetin etenler kulaklarga kuttan bihilemeli olanlar. İndikinin dağını bu hece bir bunulu bakka salgı varan yerler mağarabede. Erkekler Zoya Stepanovna, hoya çenelli, tek bir törüm boyunca Зоя Федоровна Слепцова-Дон. Теперь разрешите предоставить слово Зое Федоровне Слепцовой. Она к нам подключается по Zoom. Зоя Федоровна является педагогом дополнительного образования Улаганчистайской средней общеобразовательной школы и
имени Николая Савича Тарабукина. Также она является заслуженным работником культуры Республики Саха-Якутия. Пожалуйста, Зоя Федоровна. Видно, да? Да, слышно вас. Видно, слышно. Зоя Федоровна, Ачин Хеджа Джулин Айки Учендагус. И в продолжение я бы хотела немножко рассказать вообще о нашей деятельности по сохранению традиционного эвенского хеджа. Надо сказать, что работа по сохранению традиционного эвенского хеджа ведется у нас не первый год. Надо отметить, что в марте 2019 года, аккурат перед началом пандемии, здесь, в городе Якутске, мы по инициативе, опять-таки, Луган-Чистайской ассоциации коренных малочисленных народов Севера, при поддержке Министерства Арктики народов Республики Саха-Якутия, при поддержке Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Республики Саха-Якутия и наш Союз эвенов Республики Саха совместно с нашими партнерами, Домом дружбы народов имени Алексея Кулаковского, Национальной библиотекой Республики Саха-Якутия и Музеем музыки и фольклора народов Якутии организовали республиканский
фестиваль, семинар по традиционному гедже. И как раз таки вот наши сегодняшние участники тогда приезжали в город Якутск и очень активно проявили себя. Были представлены великолепные выступления наших сородичей, и буквально вот наши сородичи Солоханчистая вышли, как говорится, и стар, и млад. Делегация была очень большая, в составе которой было много детей, где-то возрастом начиная с учащихся начальных классов и заканчивая нашими многоуважаемыми старожилами. И вот все вот эти наши сегодняшние участники тогда приняли самое активное участие в нашем мероприятии. Далее, в этом году, уже через год, мы, Союз АВНов Республики Саха-Якутия, совместно с Домом дружбы народов имени Алексея Кулаковского, Национальной библиотекой Республики Саха-Якутия, Музеем музыки и фольклора народов Якутии и, конечно же, нашими молодыми людьми, то есть молодежной организацией, молодежным советом Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, организовали кочующий фестиваль эвенского хороводного геджа с выездом Копейский улус, село Себян-Кюль. Мы ездили большой делегацией в марте, да, Александр? В марте 2019 года. И мы, конечно же, поехали туда огромной делегацией, как я уже сказала, но нам транспортные расходы, транспортом нам помогла местная администрация в лице Таисии Васильевны Кеметиновой, тогдашней главы ламутхинского наследия поселка Себян-Кюль. И приехав в село Себян-Кюль, значит, мы совместно с оргкомитетом ламутхинского наследия организовали большое мероприятие. По итогам данного мероприятия в конкурсе у нас приняло более 30 участников, именно исполнителей геджа. Возраст был тоже представлен вот такой вот прямо садовского возраста. Выступали дети 5-6 лет в качестве нёгамна, в качестве, значит, исполнителей, да? И выступали очень активно учащиеся начальной школы, учащиеся средней школы, молодежь, среднее поколение и в том числе наше уважаемое старшее поколение. И мужчины, и женщины, в общем-то, приняли очень активное участие в нашем мероприятии. И самое важное, то, что мы, вот наша делегация Союза АВНов Республики Саха, приехав туда, а выехали мы, как говорится, почти, половина состава правления Союза АВНов, и мы все сами тоже непосредственно с большим удовольствием приняли участие в этих мероприятиях. И что важно, да, то, что такое мероприятие нам удалось провести впервые. Этот кочующий фестиваль, он у нас в перспективе, конечно же, продолжится. И мы надеемся, что в качестве партнеров к нам подключатся и другие представители других учреждений, в том числе кафедры ЮНЕСКО Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Амосова. Сегодня они у нас присутствуют на нашем мероприятии. Мы их тоже
искренне, как говорится, приветствуем. Добро пожаловать в перспективе в качестве наших, как говорится, последователей. Да? И хотелось бы отметить по итогам кочующего фестиваля этого года, во-первых, значит, это то, что мы еще раз убедились в том, что в поселке Сибянкюэль действительно сохраняется родной язык, сохраняется традиционная культура, и то, что традиции ламунхинского хэджа передаются из поколения в поколение, как говорится, веков, да? И очень отрадно, что буквально и маленькие дети, да, и дети школьного возраста с большим удовольствием выходят и демонстрируют свое мастерство. Буквально наши многие члены делегации были просто, как говорится, приятно удивлены тем, что дети садовского возраста прекрасно являются прекрасными исполнителями, прекрасными запевалами хэджа, прекрасными на иванском языке мёгалма. И по итогам данного выезда, в том числе, мы открыли совершенно новые имена. Значит, это имеется в виду, открыли новых запевал традиционного ламунхинского хэджа. И мы надеемся, что когда все-таки придет конец нашей этой страшной пандемии, люди смогут приезжать к нам в Улус и принимать участие во многих наших мероприятиях. В том числе, в первую очередь, это касается новых наших людей, исполнителей, запевал традиционного иванского хэджа. Таким образом, я хочу еще раз подчеркнуть, что наше иванское хэджа живет и будет жить, пока есть у нас исполнители, пока есть интерес к нашему хэджа, да? Пока есть такие юные таланты, дети наши, которых обучают наши маститые запевалы хэджа. И спасибо огромное тем на местах, в улусах, это имеется в виду не только в Сибянкюэле, да, а вообще во всех наших наслегах, во всех наших улусах. Спасибо огромное тем энтузиастам, тем патриотам, тем исполнителям, запевалам, тем нашим учителям, руководителям школьных ансамблей, руководителям наследных ансамблей, кто очень много сил отдает для того, чтобы передать свой такой очень ценный опыт подрастающему поколению. Такие люди есть в каждом наследии, да, и мы им очень благодарны. И я думаю, что наши хэджи, наши мероприятия по традиционному хэджу будут продолжаться, и, как говорится, хэджа наша будет жить, да. И сейчас я предоставляю слово уважаемой Айталине Евгеньевне Поповой. Она выступит с темой восприятия танца хэджа. Айталина Евгеньевна является заместителем руководителя Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Эрджен-Мола, и к тому же она у нас многократный призер районных конкурсов по круговому танцу хэджа в Момском улусе. Пожалуйста. Добрый вечер. Я хочу рассказать вам о своем восприятии танца хэджа. Да? Я с детства очень любила
этот сакральный танец. Очень любила танцевать со взрослыми, да, любила слушать, как запевает моя бабушка Слепцова Мария Афанасьевна. Она была запевалой до старости лет, да, ее везде звали, приглашали и просили, чтобы она была запевалой, да, и она с радостью соглашалась. Помню, она мне рассказывала, что этот танец они танцевали на праздниках, да, на важных мероприятиях, и что они могли вот этот танец танцевать до утра, да, не уставая. Я специально как бы не училась, да, движением, да, не учила запевать, да, я просто в душе очень хотела быть запевалой, да, и ну, я просто смотрела как бы, и как бы, думала, что ну, это просто танец, да, что танцуют там без какого-либо там смысла, да, значением хеджи я сильно тогда не интересовалась. И когда вот я в первый раз участвовала на конкурсе среди запевал хеджа в 2018 году в селе Холмоморского района, и когда вот я начала запевать, запевать, да, танец хеджи, я вошла в какое-то трансовое вот состояние, да, как будто бы в меня вселился какой-то вот пожилой человек. Поменялось мое движение, да, моя интонация. И было такое чувство, ну, появилась энергия, да, как будто я могу танцевать этот танец до утра. И тогда я сильно удивилась, как такое возможно, да, и ну, тогда про эти ощущения я никому не рассказала. Потом в 2019 году, когда тоже участвовала на конкурсе в столетии моего дедушки Слепцова Степана Григорьевича на слете оленеводов, тогда я тоже испытала такие же ощущения, да, и тогда я спросила у Зои Степановны, можно ли такое, что когда вот танцуешь, входишь в транс, да, и как будто вот все меняется. Она говорит, да, такое возможно. И тогда я очень так сильно удивилась, и тогда я уже начала углубленно, да, изучать этот танец. И действительно оказалось, что этот танец с очень глубоким смыслом, да, что она имеет магическую силу, да, способна генерировать и восстанавливать жизнь. И когда танцуешь, что человек запевала, и все те, кто участвует на этом танце, они очищаются от всего негативного. И поняла, что нужно вот эти знания обязательно передавать детям из поколения в поколение, да, чтобы знали значение хеджи, да, что вообще вот, смысл хеджи. Ага. И очень хорошо, когда вот проводятся такие семинары, мастер-классы, фестивали, что и я считаю, что нужно и дальше, да, популяризировать этот танец. И, конечно, было бы очень хорошо, если бы танец хеджи вошел в наследие ЮНЕСКО, да, чтобы был еще более популярным, чтобы и наши дети также там тоже рассказывали про этот танец, чтобы они тоже были запевалами. Вот. Вот мое выступление такое. Я очень благодарна всем тем, кто пришел на этот семинар. Я также благодарна Зое Степановне Садовниковой, да, всем моим сородичам. Большое спасибо. Сейчас, когда будем танцевать, я буду, как сказать-то, говорить хеджа Громова Петра Михайловича. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Альтамина Евгеньевна. Ну, сейчас слово доставляет Августе Дмитриевне Мафусаловой, нашему многоуважаемому старейшине, патриоту с большой буквы, человеку патриоту, который от всей души болеет за судьбу наших
малочисленных народов. Я прошу прощения, что врываюсь в запланированную тему семинара, да, поэтому, ну, о том, что Сядя, у него есть такой, уже признанный сегодня медиками, вот уже подсказала о том, что имеет такие лечебные свойства. В общем-то, это не просто придуманные, а данные природой способность людей самовосстанавливаться через танцы, через танец, круговой танец Сяги. И второй момент на психологического плана эффект. То есть при этом, значит, люди чувствуют себя не одинокими, что они в коллективе, что могут найти поддержку где-то у кого-то, у своих там родичей, еще у кого-то, что могут на кого-то надеяться. Особенно это важно сейчас, в наше психически неуравновешенное время. Понимаете, в чем дело? Поэтому я думаю, что совершенно правильно вы работаете над тем, чтобы разносить этот танец. Но сами видите, энергия Сядя сегодня кем только не воспринята. Сегодня этот танец вообще входит в концертные программы всех танцевальных коллективов. И государственных, и негосударственных, всяких разных. И все считают, что он якутский почему-то танец. Ну вот, в связи с этим я хочу вас очень подумать и заняться вас, как истинных носителей, как сохранивших все эти моменты над одним моментом. В 2023 году открывается вот этот шикарнейший за 18 миллиардов строящийся центр эпоса рядом с РФУ. Да, на том углу, уже практически подводится. Но вот, к сожалению, работники культуры, высокопоставленные работники культуры, не понимают, говорят арктический центр эпоса, да, арктический центр, а все сводится к культуре только якутов, к сожалению. Ни словом не говорят о том, что арктическая цивилизация, основой ее явились коренные жители здесь, коренные народы тундры, коренные народы леса тундры, которые вообще непонятно, когда появились на этой земле, и вместе с природой они жили. Понимаете? Поэтому вот очень сильный момент, особенно вот молодежь хорошо у нас присутствует, потому что вот такие аспекты, политические моменты, это спорные вещи, нельзя оставлять просто так. Поэтому я думаю, что мы, видимо, там говорится, поскольку, что у нас стало ЮНЕСКО, шедевр ЮНЕСКО? Не, шедевры ЮНЕСКО, Олампо, шедевры. Поэтому нам надо, чтобы, значит, были готовы мы показать там эпосы народов Севера. К сожалению, у нас нингокаланов сегодня нет. Единицы, может быть, где-то есть, начинающие, там, как, например, Рита Полисова, да? Ну и то, это нечисто еще, можно сказать. Вообще не сохранились. У вас еще есть, Дарья, да? Стампо. Осенина, да? Авелова Анфиса, и то она чистым сказителем эпоса их отнести не слишком можно, да? Потому что сказитель, как правило, неделями рассказывает о каких-то событиях. Вот как приезжал он, Заболоцкий, например, из одного стойбища в другое, и там его встречали, и они целыми днями его слушали, как он повествовал, потому что они переезжали по всему северо-востоку, со всеми сородичами связывались, и вот он рассказывал, как где кто как живет. Понимаете, в чем дело? Передаются обычаи, передаются все вот тональности, передается и история, передается информация. Поэтому, значит, мне кажется, надо бы сделать так, чтобы ставить, может быть, два момента. Обучать сказительству, это уже для знающих язык, да? То есть, чтобы они пели о том, что их окружает. О событиях сегодняшнего дня. Вот сидит он и поет по-эвенски,
о том, что он видит кругом, да? Красоту воспевали. Второй момент, это уже можно на уровне школ, это вот брать большие эпосы, которые у нас есть, и разбивать их, вот как Трофимовский эпос, он вообще там долго-долго, да, рассказывается. Его можно разбить на части и на них ставить на них какие-то определенные сценические материалы и напевать с напевами. Ну, я не знаю, где-то у кого-то есть поющие сказители, да, а где-то без песен обходится. Но вот Трофимов, он всегда напевал, Николай Гермогенович. Поэтому, значит, вот этот момент. И можно, как делает Енгра, ставить прямо спектакли. Часовые спектакли, где они показывают вот эти вещи, но включать туда и сказительские моменты. Поэтому вот через 2 года, мне хотя бы, вот кажется, надо элементы эпоса Тунгуса-Маньчжуров, Юкагиров, Долган внести в этот проект по артистическому центру Колумбо. Все, спасибо. Я вот Спасибо вам, что вы еще раз акцентировали наше внимание на самых наших, как говорится, в кавычках, больных, актуальных проблемах. Да? Действительно, если речь идет о эпической культуре наших народов, то, конечно же, как вот подчеркнула Августа Дмитриевна, у нас, к сожалению, к огромному сожалению, живых сказителей, ну, по пальцам пересчитать, да, осталось, если даже в целом брать все наши народы малочисленные. И сейчас, к сожалению, эта практика сказительства, значит, она, к сожалению, сегодня остается как бы, ну, для современного человека остается таким вот белым пятном, да, и практически для большинства исследователей тоже мало, кто конкретно занимается вот этими текстами, потому что тексты нужно знать, читать в оригинале, понимать, о чем там, да, речь идет. Зачастую тексты, они не только вот отличаются объемом, но и в текстах, эпических сказаниях, значит, очень много, ну, таких вот, в том числе слов архаизмов, да, которые не всем, кроме вот ученых-филологов, не всем они понятны, как говорится. Поэтому на самом деле нужно изучать эпическую как говорится, эпическую культуру. И, конечно же, эпос и хеджи – это те наши величины, скажем, да, наших народов, то наше богатство, это которые мы можем сегодня обозначить как энциклопедию народной мудрости, как философию, да, народа, вот как вы, ученый-философ, наверняка с этим согласитесь, Августа Дмитриевна, потому что это целая философия народа. И пока вот есть у нас такие старейшины, во-первых, старейшины должны передавать, а дело нашей молодежи проявлять интерес и всему этому обучаться. Потому что если все это у нас, как говорится, уйдет с нашими старейшинами, то что у нас останется? Что у нас останется? Так, но не будем завершать семинар на такой вот ноте. Тем не менее, давайте еще раз подчеркнем, что наш эвенский хеджи, да, он продолжает жить, продолжает звучать не только со сцены, да, не только вот от участников ансамблей и так далее. Вот если выезжать наши на слега, то, конечно же, там, где сохраняется язык, где сохраняется традиционная культура, конечно же, хеджи мы можем услышать
всегда. Всегда, как говорится. И поэтому у нас есть, пока есть уверенность, большая уверенность в том, что мы все-таки сохраним то, что передавали нам наши предки. Наш кладезь культуры, который называется хеджа. Вообще надо подчеркнуть, что среди наших сородичей исследователей, да, кто занимался исследованием хеджа, то вот, сородич момских авенов Евдокия Николаевна Бокова в своем учебном пособии «ЭВД фольклор» отмечает 7 вариантов авенского хеджа. А в 2019 году, в марте 2019 года, когда мы проводили большой республиканский фестиваль хеджа, значит, тогда этнофольклорный ансамбль «Долгунча», который вы все знаете, да, тогда руководителем была Зинаида Платоновна Никулина, наша старейшина, она вместе, значит, изучая хеджа, выявила 8 родовых, значит, вариантов хеджа. И участники ансамбля тогда предоставили 8 вариантов хеджа. Сегодня мы послушаем, увидим, соприкоснемся и сами, как говорится, с большим удовольствием примем именно в презентации, в демонстрации Улахан-Чистайского хеджа, которое тоже очень известно своими потрясающими исполнителями, в том числе участниками семейного ансамбля Экджен Мола. А теперь, дорогие друзья, перед следующей частью сегодняшнего мероприятия, перед концертом, всех наш семейный ансамбль Экджен Мола приглашает на круговой танец хеджа. И после хеджа всех присутствующих приглашают на кофе-брейк. И после будет творческий вечер семейного ансамбля Экджен Мола. Хеджаля, хеджагалда. И Канди Ганат. Min bollar bilgin till Singapore hade det dia. Du hade bollarna min Yuga kostülen. Ama ben tamam ki Allah'a ben hadi Крел dokuzları dokuzları Rak tüylü kurduk. Ben yaptık kız var. Sonra dokuz kurduk. Bana ulakan mora kurduk. Kıyay var. Niye bitti? Hayattan üye tüylü görelim kurdur. Türkiye'de günler şimdi. Gereken uygulara verildiğinden ki onlar bu çok kızı. Ben doktorum anlamadım. Vatanı biliyorum olarak. Onu kayıracağım anladım. Diğer bir heceler aktarına
evvel bir doktordan sonra bana bir de oldu. Çok kayırım oldu. Bir daha çok ciddi kayırım dedi tamam. Adaptör dedi ben. Gönder boladan da tutamlar bu Allah'a. Doktorlar bir doktora ben. Allah da kodamanları vermiş. Mana tu apa tahu? Mana tak putus hak kaya. Mana tak manok teman di barang, man sih ha. Man boleh kadar. Heje, 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 hande, 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 hido, 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 uven hejen, hejen tanger, potong jinni, jentangan, ayyanikchen, entek bukan, ener kadre, uven hejen, heyelbenni, jentokat, ayyanikchen, uven asin, neticanten, Yerlerinden, Irak çamur, eyyenikçin, Irak çamur, eyyenikçin, Passat karra, etticanten, Yerlerinden, Untucanten, Erreçoken, Heje, 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 hande, 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 Vajranyotan, heri cinni, Vajranyotan, heri cinni, Uvenajan, hani murunna, Kuntekangat, hani murunna, ihonada, uvenajan, ayyike, nodukke, ayyike, heje. Мне было Громов Петр Михайлович. Мен айтамын, ол ертең тоқта айтатын браслет кірдім. Спартакала айнен. Именно кейде айтатын. Horico,
Вова. Федя, 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 Хурия, 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 Ханде, 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 Харум, 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 Хеги, 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 Хидо, 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 Hihotan, 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 Hihotanna, 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 Honyova, 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 Hihobude, 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 Hihoirnon, Hihoirnon, Hihotan, Hihotan, Hilmamakan, Hilmamakan, Jojingalde, Jojingalde, Hilmamakan, Hilmamakan, Hejengalde, Hejengalde, Hihotan, 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 Heje, 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 Heje. Можно теперь? Ага, можно. Да-да-да. Всех вас приветствую, дорогие мои земляки, дорогие мои сородичи. Ага, мы тоже родились в Омском Улусе, село Сатыр, но мы представляем с Борисом Булунский Улус, так что мы тоже присоединяемся к вам. Хедя, 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 Хидо, 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 Иходан, 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 Ой, ой, Одан, Ой, ой, Одан, Ой, ой, Одан, Ой, ой, Одан, Ихохеджа, Иходан, Ихохеджа, Иходан, Ихогунам, Иходан, Ихогунам, Иходан, Ихохеджа, Иходан, Ихохеджа, Иходан, Ихопараван, Иходан, Ихопараван, Иходан, Ихогажер Галле, Ихогажер Галле, Ихогажер Галле, Ихогажер Галле, Ихогажер Гажер 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 Галле, Ихохеджа, 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 Хеджен Галле, Хеджен Галле, Хеджен Галле, Хеджен Галле, Хеджен Галле, Хеджен Галле, Чочен Галле, Хеджен Галле, Чочен Галле, Чочен Галле, Эдо Кучан, Чочен Галле, Эдо Кучан, Хеджен Галле, Эдо Кучан, Хеджен Галле, Эдо Кучан, Хеджен Галле, Эдо Кучан, Хеджен Галле, Мы начинаем творческий вечер семейного ансамбля «Экджен Мола». Семейный ансамбль «Хаджа» был основан «Экджен Мола» был основан в 2015 году под руководством садовника Еремея Ильича. Художественными руководителями в разные годы были Садовникова Зоя Степановна, Попова Айталида Евгеньевна. Семейный ансамбль «Экджен Мола» активно участвует во всех проводимых мероприятиях наследия района и даже республики Саха-Якутия. Они поют в основном песни Зои Степановны Садовниковой. Начинаем наш концерт и на сцену приглашаем Садовникову Зою Степановну, Саркомову Анисию Степановну и Атласову Надежду Васильевну с песней «Пусинья». Слова Никулина Владимира, мелодия Слепцова Ивана. Thank you.
Сегодня наши гости из семейного ансамбля представили выставку декоративно-прикладного искусства улхан-чистайских эвенов и фотозону, фотовыставку. Сейчас вашему вниманию предлагаем дефиле национальных эвенских костюмов, представленных на этой выставке и изготовленных нашими участниками семейного ансамбля. Вашему вниманию представлена женская одежда, зимняя женская одежда и зимняя мальчиковая одежда. Вашему вниманию представлены первая девушка. Это женская одежда девушки. Она обрамлена узорами кругами. Это наш узор нашей династии Стрельцовых. Дальше вот тоже девушка, женская зимняя одежда национальная. Далее идет подростковая национальная одежда, мужская зимняя. Так. Дальше идет работа Садовниковой Зои Степановны, девчачья. Сегодня к нам пришли молодые люди. И сейчас молодые люди из Молодежного совета Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Республики Саха-Якутия. И сейчас на эту сцену я приглашаю молодого артиста
Слепцова Августина с песней «Аралбо». Слова и мелодия Бориса Захарова. Автор Борис Захаров был оленеводом и в свое время написал эту песню, которую исполнил Августин Слепцов. Aralku anyangal, aralku tuskarar, meretillamu heridelin. Nyarita tanyalgal, putamu ohibrar binyan, ikeci. Aralku emeke, yamilda kunyalda, hey hey, erbecin gerin hisecin. Lekat lapturan taralku amar dari memenjim Fikiri ohi kata legiri bin karar binyan Ikei tanjim Oralku emeke Nyam nyilda kunyalda hey hey Elpecin gerin hisecin gua kau tahu Arral putus karar merek yıllammu heridelin Nyorita tanyal kau putamu ohibrar binyan Ikeci Orral bu emeke Yam yılda kunyalda hey hey Erik pecin gerin hihecin gua kau tahu Августинду. Следующий номер прозвучит в исполнении Поповой Аюрики. Песня «Чукача. Птицы». Слова и мелодия Зои Степановны Садовниковой. Пожалуйста.
Владимиренко. Теперь следующий номер представит Соловьев Оди Оскар, лауреат 3-й степени в номинации за исполнение песен на ивенском языке открытого межрегионального фестиваля конкурса песенного творчества коренных малочисленных народов Севера с песней «Хаджа». Спасибо, Оскар. Теперь выступает Августин Слепцов с песней «Чекерам». Слова и мелодия Петра Кейметинова. Gönül salan bir toprağa
теперь выступает Попова Аюрика с песней «Гуджей Гоннача». Слова и мелодия Садовниковой Зои Степановны. Спасибо, Юрика. А теперь громкими аплодисментами встречаем Борисову Лену с песней «Сюрял-лыр». Молодец. Спасибо, Лена.
Теперь встречаем Соловьева Худи Оскара. Спасибо, Оскар. А теперь громкими аплодисментами встречаем Садовникова Илариона, члена молодежного совета КМНС Россия с песней «Коваленка» «Дюкябы Вола». Добрый день, уважаемые гости. От имени молодой лидер КМНС Республики Саха-Якутия приветствую вас всех. От всей сердца желаю, чтобы широким и легким был ваш жизненный путь. Моим родичам, представителям Лоханчистайского национального наследия Эдден Мола желаю творчества, успеха и счастья. Вот продолжим.
허물었던 때이땐 그놈은 그냥 그때를 죽수는 길빗결에서 비웠던 어이야로 어떤 어이야로 Katarin sana geldi kurban Sana geldi kurban Rinci geldi Allah'ın aslına vay kurban Günden katarin sana geldi kurban Sana geldi kurban Спасибо, Илья. На сцену приглашается Попова Антонина Евгеньевна, Попов Любомир, Попова Юрика с песней «Попури». Även hoten
На этой прекрасной ноте завершаем наш творческий вечер семейного ансамбля Экджен Мола. Желаем всем самого прекрасного, пусть в вашей душе всегда играет музыка. Спасибо. Благодарю всех присутствующих здесь, которые здесь, где пришли. От имени ассоциации я хочу благодарить всех, которые здесь приехали, поддержали нас, особенно Дарье Васильевне. Спасибо, большое спасибо за организацию и молодежи. Военной республики Заха-Якутия, Кирюшапину Михаилу. И сейчас хочу я отдать благодарственные письма, которые нам дали возможность, помогали нам. И вот все эти годы сейчас благодарственные письма. От имени Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Лохань-Чистайского национального наследия Монского района Экджен Мола благодарственное письмо вручается Кривошапкину Михаилу Васильевичу. Выражаем вам свою искреннюю успех, каким-то нами это результат кропотливой совместной работы и постоянного взаимодействия с вами и с вашими специалистами. Желаем вам и вашей компании процветания и успехов. От имени Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Лохань-Чистайского наследия Монского района Экджен Мола благодарственное письмо Маркыновой Дарье Васильевне, заведующей спортивным подготовкой содействия.
От имени Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Мумского УСУ, Лоханчи-Стайского наследия, Мумского района Эрдемала, благодарственное письмо Степанову Анатолию Платоновичу, председателю Союза Эвенов Республики Саха-Якутия. Союза Эвенов. Здесь следующий. Я от имени правления Союза воинов Республики, поскольку являюсь заместителем председателя Союза воинов Республики Саха-Якутия, с удовольствием хочу вручить наше благодарственное письмо Эскердукун Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Лоханчи-Стайского наследия Эрдемала в лице председателя Еремея Ильича Садовникова за плодотворную общественную деятельность, направленную на сохранение и развитие традиционной, духовной и материальной культуры воинов Республики Саха-Якутия. Поздравляю всех в вашем лице, всех членов ассоциации и семейного ансамбля Эрдемала. Зоя Степановна, Гунду, Бакатурснан, Мультук, правление Дух, Весел Союз Тухутан, Экджен Тагар. Адукта Джуляски, Весел Мудмират Культураван, Адукта Джуляски, Васкикаидникан, Насактелду, Бакатут Мульту, Молматуню Нанекампися, Республика Насактердун Бакатутнан, Эвен Культураван, Эвен Томалбан, Эвен Иткалбан, Аймакан, Таркашалда. Нян би мод Союз Тукут, дай прошу, дай пакет, Рек Кучакту, Хунду, як Голчора Котлен Анин, Равангенев Роджин, Региш Горба, Авади Авин Ньорин, Регави Авим, Карина Мищенкова Горба, лингвист, Москва, тут это лингвист, Роджин Авим проект Яникан, Роджин Авим Ньорканин. Тарагавил Бу, Эля Муттуля, Союз воинов Республики Саха-Якутия Тинитнен, Адукун неделя одни, посылка Ямдамат, теми Мут Союз Горбадукун, автор Горбадукун, Карина Мищенкова Горбадукун, Аймакан, Аним Хунду, Ямкандакут, Рагавил Бу. Значит, я немножко переведу. Мы вручаем подарок, вот такие игры «Рикич», которые впервые, настольная игра «Рикич», которая впервые в этом году была подготовлена лингвистом Кариной Мищенковой. И по заказу нашего Союза воинов Республики Саха-Якутия посылка была отправлена к нам в республике. И такие же настольные игры, но под названием уже «Урикич», были подготовлены также для эвенков. Для нас, эвенов, были подготовлены игры на 3 диалектах. На литературном, базой которого является ольский говор эвенского языка. Значит, также были подготовлены игры, такие же игры «Рикич». «Рикич» — это «Я не учитесь гомин и гондин». Как называется «Рикич» по-русски? Как будет переводиться? «Рикич». Неужели никто не знает? «Стойбище». Вот такая игра. Это впервые в истории.
малочисленных народов. И вот также была подготовлена игра на ламунхинском говоре эвенского языка, то есть на вот тут представители ламунхинского говора. Очень много у нас и Августин тут выступал, и Михаил, и Дарья Васильевна, хозяйка этого прекрасного зала, и Тимур, и я. Все мы являемся представителями ламунхинских эвенов. Так, и также такая же игра вышла на нижнеколымском говоре эвенского языка. И задача нашего союза в течение вот короткого времени, вот пока зимник откроется, отправить во все наши наслега, во все наши школы, детские сады и культурные центры вот эту посылку. И сегодня мы дарим, с удовольствием дарим от имени автора и отправления Союза эвенов, дарим вот эту игру в Лохань-Чистайской средней общеобразовательной школе. И также, значит, эти же игры, да, мы хотели бы подарить, ну, отдельно все-таки нашим юным артистам, которые сегодня выступали членом семейного ансамбля. Это, во-первых, лауреату третьей степени, нашему дипломанту, талантливому Оскару Соловьеву Худи, Оскара Неля. Оскару мы тоже дарим вот эту игру. Возьми, пожалуйста. Также эту игру мы дарим детям Айталины Евгеньевны, потому что они проживают отдельно здесь. Айталина Евгеньевна — это вашим детям, членам ансамбля, да? Отдельно. И также мне хотелось бы вручить эту игру семье тоже Садовниковых, детям. Может, кто подойдет? Иларион, может, ты подойдешь? На семью тоже одна игра. Спасибо, что ты принял участие сегодня. Украсил творческий вечер своих родственников. Спасибо большое. Да. И от нашего председателя вот 2 книги в подарок тоже семейному ансамблю. 2 книги, которые Анатолий Платонович выпустил в этом году к столетию своего отца Платона Афанасьевича Степанова-Ламунского. Вот 2 книги мы вам передаем. Вот такой красивой нашей союзовской упаковки. Отец Канзой Степановна, Абгар, Бели, Аймакана, Дутта, Несерцер, Кумуту, Богопытна, Тарунника, Такаки. Нам такая ругатна, это фестиваль Норака. Ну, всем нашим гостям, всем большое спасибо, что вы все проявили интерес к сегодняшним мероприятиям и пришли сегодня поддержать Ассоциацию коренных малочисленных народов Севера Экденмола и семейный ансамбль тоже под этим же названием Экденмола. Всем большое спасибо!